В прошлом году мы стали свидетелями автомобильных террористических атак во Франции, Соединенных Штатах, Германии и Великобритании. И учитывая успех этих атак, я сомневаюсь, что они были последними. Теперь, когда мы видим, что возникает какая-то закономерность, нормальной реакцией человека является попытка понять и объяснить эту закономерность. К сожалению, средства массовой информации были настолько приучены не понимать сути террористических атак, что, похоже, они отказались от попыток объяснить их нам. И когда репортеры разводят руками и признают свое поражение, в дело вступает наш герой Дэвид Вуд, чтобы еще раз показать всем, что это так невероятно просто, что даже лоботомированный бабуин смог бы это понять. Но прежде чем мы обратим наше внимание конкретно на автомобильный джихад, вот краткий обзор джихада в целом для тех, кто впервые слышит о нем, и кто не видел мои последние 30 видео о джихаде. В Сахих Муслим 72:58 Мухаммед объясняет видение, в котором Аллах показал ему, что ислам будет господствовать во всем мире. Он говорит: «Аллах очертил для меня землю, и я увидел востоки и запады ее. Община моя достигнет владычества над той ее частью, которая была очерчена для меня». Очертил для него землю, чтобы он увидел что? Края света. И его умма, мусульманская община, будет господствовать над всем этим, как на востоке, так и на западе. Как это произойдет? Посредством мирной проповеди? Нет, посредством борьбы. Сахих Муслим 129 Мухаммед заявляет: «Мне было верено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммед — посланник Аллаха, и не станут совершать молитву и выплачивать закят. Если же они будут делать это, то защитят от меня свою кровь и свое имущество. Если только не совершат ничего такого, за что можно будет лишить их имущества или жизни по праву, и тогда лишь Аллах сможет потребовать от них отчета». Обратите внимание, когда ваша кровь и имущество будут защищены от Мухаммеда? Когда вы будете заниматься своими делами и следовать своей религии? Нет. Когда вы станете послушным мусульманином. Не раньше. Итак, когда Мухаммед боролся за насильственное подчинение мира, какой была его самая эффективная тактика? Апологетика? Нет. Террор. Сахих аль-Бухари 29:77 Мухаммед провозглашает: «И мне была оказана помощь страхом». Страх — излюбленная тактика основателя ислама. Неправильно называть это исламским терроризмом. Это исламистский терроризм. Это извращение великой веры. Поздравляю, Великобритания. Вам удалось избрать правительство, которое совершенно не способно читать слова на бумаге. Но, Дэвид, если Мухаммед поощрял терроризм, почему среди мусульман так много мирных людей? Спасибо, что задали вопрос, на который я отвечал сотни раз. В основе этого вопроса лежит предположение, что если религия что-то предписывает, то все или большинство приверженцев этой религии будут подчиняться этому приказу. И это полная чушь. В Евангелии от Матфея 5:48 Иисус повелевает христианам быть совершенными. Ни один христианин никогда не подчинялся этому повелению. И все же то, что христиане не подчиняются этому повелению, не имеет абсолютно никакого отношения к тому, заповедовал ли это Иисус. Точно так же ислам предписывает своим приверженцам насильственно подчинять себе немусульман. И, конечно же, есть миллионы мусульман, которые не намерены когда-либо подчиняться этому приказу. И все же неповиновение мусульман этому приказу не имеет абсолютно никакого отношения к тому, приказывали ли это Аллах и Мухаммед. Главный вопрос здесь заключается в том, почему мусульмане повинуются Аллаху и Мухаммеду, а другие нет. Как я указывал в своем видео «Треугольник джихада», джихад — это не просто результат веры в ислам. Джихад также требует от мусульманина знания того, чему учит ислам о джихаде. Многие мусульмане этого не делают, и у них также должен быть определенный тип личности. Личность человека, который делает то, что ему говорят, даже если это будет стоить ему жизни. Многие люди не такие, но некоторые таковы. Когда все эти три качества сочетаются, когда человек верит в ислам, знает, что ислам предписывает в отношении джихада, и обладает необходимым типом личности, мы получаем джихадиста.
Но когда джихадист рождается, он сталкивается с целым рядом вариантов. Мир сильно отличается от того, каким он был 14 веков назад, когда Аллах и Мухаммед повелевали мусульманам вести джихад. И джихад принимал различные формы, даже в Аравии VII века. Итак, у новоявленного джихадиста есть целый ряд возможностей. Но каковы основные варианты? Ну, во-первых, если джихадист всегда хотел путешествовать и повидать мир, он может присоединиться к иностранной террористической группировке. Если он решит пойти этим путем, ему придется принять еще одно решение, а именно, к какой группе ему присоединиться? Присоединиться ли к Аль-Каиде, ИГИЛ, Аш-Шабаб, Талибану или какой-либо другой группировке? Во-вторых, джихадист может решить вести джихад в своей собственной стране. И здесь ему предстоит принять дальнейшее решение о том, как это сделать. Научится ли он делать взрывные устройства, или попытается достать их у кого-нибудь другого, или раздобудет оружие или ножи, или сядет в машину или грузовик и въедет на нем в толпу людей. Возможности, доступные для внутреннего джихадиста, различаются по двум важным параметрам. Во-первых, они различаются по степени необходимой подготовки. И во-вторых, они различаются по степени воздействия. Другими словами, обучение изготовлению взрывных устройств может занять значительное количество времени, годы, если вы думаете о чем-то большем, чем скороварка или самодельное взрывное устройство. Но результаты могут быть довольно ужасающими, если вам удастся подорвать группу людей. Оружие может быть более или менее трудным в приобретении, в зависимости от того, где вы живете и с кем вы знакомы. И последствия могут быть более или менее сильными, в зависимости от того, насколько быстро кто-то собирается открыть ответный огонь. Достать несколько ножей из кухонного ящика достаточно просто, но результат, скорее всего, не будет особенно разрушительным. Вы можете заколоть или порезать не так много людей, прежде чем в вас выстрелят или схватят. Или же вы можете сесть за руль внедорожника или чего-то большего и въехать на нем в толпу людей. Обратите внимание, что автомобильная езда не требует особой подготовки, и потенциально это может привести к многочисленным жертвам, если у вас достаточно тяжелый автомобиль и значительное скопление людей. Так что если вы взвешиваете свои возможности и сомневаетесь, что из вас получится хороший изготовитель взрывных устройств, и вам кажется, что вам будет трудно достать оружие, и вы хотите сделать что-то большее, чем просто порезать несколько человек, то автомобильный джихад привлечет ваше внимание. Еще один вариант для людей, которые не хотят умирать, это финансовая поддержка джихада. Сам Мухаммед говорил, что люди, которые платят другим за ведение джихада, получают такое же вознаграждение, как и сражающиеся джихадисты. Так что если у вас есть бизнес или хорошая работа, вы можете решить финансировать джихадистов. Вот почему мы видели так много случаев, когда людей обвиняли в отправке денег или предметов снабжения различным террористическим группировкам. Даже такие группы, как CARE, были уличены в сговоре с целью финансирования террористических группировок. Наконец, вы можете верить, что должны вести джихад, но вам может не нравиться ни один из доступных в данный момент вариантов. Поэтому вы можете решить терпеливо ждать. Вы просто ждете, что произойдет что-то, что покажется вам миссией Аллаха. Вы убеждены, что призваны сражаться, но вы не уверены, что какой-либо из предложенных вариантов является правильным. Поэтому вы ждете. И опросы показывают, что многие люди, которые согласны с доктриной джихада, на самом деле не ведут джихад, они выжидают. Итак, теперь мы в состоянии понять, почему джихад с использованием транспортных средств набирает обороты. Много лет назад Аль-Каида установила довольно высокую планку для успешной террористической атаки. Успешными террористическими атаками были столкновения самолетов со зданиями или взрывы станций метро, массовые жертвы, действовать по-крупному или возвращаться домой. И в течение многих лет начинающие джихадисты пытались повторить успех терактов 11 сентября или взрывов 7 июля. И они потерпели неудачу. Снова и снова джихадистов ловили при попытке купить взрывные устройства у агентов ФБР под прикрытием. Затем они отправлялись в тюрьму. И вместо того, чтобы сеять террор, они убедили нас, что ФБР все контролирует. В конце концов, несколько джихадистов пришли к выводу, что успешные мелкомасштабные атаки будут лучше, чем неудачные крупномасштабные атаки. Поэтому вместо того, чтобы замышлять взорвать здание, они хватали нож, или топор, или оружие, или маленькое взрывное устройство и шли колоть, рубить, стрелять или взрывать нескольких человек во имя Аллаха. Эти маломасштабные атаки не были столь драматичными, как теракты 11 сентября или взрывы 7 июля, но их было гораздо труднее остановить, чем крупномасштабные атаки. Но хотя маломасштабные атаки предотвратить сложнее, их не всегда невозможно остановить. Полиция может следить за людьми, которые покупают оружие или скачивают инструкции по изготовлению взрывных устройств дома. Если кто-то несет рюкзак в поезд, полиция может попросить его открыть сумку. Но как вы можете помешать кому-то сесть в свой внедорожник и въехать на нем в толпу людей? Пока он не начнет ехать сквозь толпу,
Он ничего не нарушает. Как вы можете помешать кому-то взять на прокат внедорожник и отправиться на местный парад? Никак. И джихадисты теперь осознают, что для тех из них, кто не хочет присоединяться к иностранной террористической группировке, не хочет поддерживать джихад финансово, не хочет ждать бесконечно, не имеет доступа к взрывным устройствам или оружию, и хотел бы сделать что-то более зрелищное, чем порезать кого-то, лучший результат соотношения с риском — это автомобильный джихад. Чрезвычайно низкий риск быть пойманным до нападения. Очень высокая награда в виде террора, жертв и увечий. Джихадистам потребовалось некоторое время, чтобы осознать это, но после нескольких успешных атак они это поняли. На самом деле есть только две вещи, которые вы можете сделать, чтобы справиться с джихадом. Вы можете опровергнуть идеологию, которая приводит к нападениям, или попытаться свести к минимуму или предотвратить атаки, которые планируются. Наши лидеры сделали меньше, чем ничего, когда дело дошло до опровержения идеологии джихадистов. Я говорю меньше, чем ничего, потому что ничто — это если бы они держали язык за зубами. Но они не держали язык за зубами. Вместо этого они защищали и пропагандировали Мухаммеда и Коран, источники доктрины джихада. Таким образом, идеология джихадистов распространилась. Это ставит перед нашими лидерами задачу предотвращать отдельные атаки и пытаться свести к минимуму ущерб от атак, которые они не могут предотвратить. Усовершенствования в области безопасности и наблюдения оказались на удивление успешными в предотвращении большинства крупномасштабных атак. Но это подтолкнуло джихадистов к маломасштабным атакам. Учитывая возможности, доступные мелким джихадистам, у которых нет доступа к оружию, автомобильный джихад так же прост, как и нападение с применением ножа, но гораздо более смертоносен. И именно поэтому мы будем свидетелями большего числа таких нападений. Поэтому будьте бдительны, когда находитесь в людном месте, и учитесь опровергать ислам, чтобы будущим поколениям не приходилось зависеть от политиков, которые должны будут оберегать их от учения Мухаммеда.